Мы закончили в декабре 2013 года съемки. После этого у нас было были 3 досъемки. У нас был очень длинный монтаж, целый год мы монтировали. Это во многом позволило мне, скажем так, по-разному посмотреть на картину и собрать ее и так, и по-другому. По черновой версии монтажа вот я узнала о том, что нас отобрали в Берлин где-то 31 декабря. Ну, там прям в канун Нового года, да. Это была большая радость, естественно, и для меня это было, ну вот, я понимала, что сейчас произойдет что-то, либо да, либо нет. Мы приехали в Берлин, и до этого была очень большая подготовка, и очень было много разговоров на тему того, что каким образом мы будем представлять фильм, что в этом должна быть определенная линия, определенная политика. Но для меня было очень важно позиционировать, что это калмыцкий фильм, который был снят за долгие годы, что, в принципе, такового понятия калмыцкого кино никогда не было. У нас есть шанс, он может быть один, потому что премьера у тебя мировая одна, и, в общем-то, мы должны были сделать по максимуму все, что от нас зависит. Представить фильм, представить культуру Калмыкии, и чтобы привести артистов, нужны были деньги, чтобы пригласить на саму презентацию, на тот же банкет, да, который был посвящен презентации вот именно «Чаек», нужны были тоже деньги. И было довольно-таки сложно их искать, и долго мы не могли найти, но в итоге, как ни странно, откликнулись частные люди, которые просто, ну, скажем так, из патриотических чувств решили помочь. И я могу назвать и очень хочу назвать эти имена. Это вот есть прекрасная девушка, калмычка Алена Изунова, и ее муж Михаил Винчель, которые помогли, ну, скажем так, основную часть вот, финансовой поддержки этой презентации. И вот Сангажи Тарбаев и Владимир Чумашкаев, люди, которые откликнулись, и не задавая много вопросов, в общем-то, они поняли эту идею и поняли, для чего нам это нужно, и насколько это важно вообще для Калмыкии именно сейчас нам помочь. И вот огромное им спасибо, потому что тот резонанс, который мы имели в Берлине, это была самая шикарная презентация из русских фильмов, которые были представлены в Берлине. На этом празднике присутствовало в районе 200 гостей, и это были самые, ну, скажем так, шикарные гости, которых мы только могли мечтать. Все так радовались, что нашему празднику, о том, что и, по сути, это было рождение калмыцкого кино. Звала? Сам сценарий был написан очень быстро. Возможно, это было удачное стечение обстоятельств, что я быстро собралась и в нужный момент села его писать. И он был написан, основная его часть была написана за 5 дней. Но, тем не менее, я, наверное, год об этом примерно думала. Все эти истории, все эти герои, характеры, персонажей, это было мое окружение, это истории моих близких людей, это характеры моих родственников, моих друзей, людей, с которыми я когда-то в жизни соприкасалась. Мы рассказали всем о том, что мы есть, мы рассказали, насколько мы можем быть интересны, и насколько интересна наша культура и история, и во многом она может быть даже трагичная. Мой личный успех, в общем-то, он теряется по сравнению с тем, что это значит для Калмыкии, что это значит для людей, для нашего народа, для нашей культуры. И, возможно, это послужит неким примером или вообще, скажем так, отправной точкой, или это прекрасный старт для того, чтобы у нас киноиндустрия развивалась, для того, чтобы у нас появились новые операторы, кинооператоры, художники, сценаристы, артисты, режиссеры. Уходи.
На самом деле после «Чаек» я поняла, что, наверное, не стоит сопротивляться тому, что естественно, тому, что тебя болит, тому, о чем ты хочешь говорить. И поэтому, наверное, та культура, которую я несу, и то воспитание, которое есть во мне, это все дает определенное видение, определенную пластику в кино и определенные темы. И, наверное, стоит говорить только то, о чем у тебя болит, и то, что действительно тебя беспокоит.